Асновы прафесіі, патрэбныя навыкі і веды, творчыя і асабістыя біяграфіі беларусаў. Адкрыта і шчыра госці распавядаюць пра сваю дзейнасць і яе ўплыў на лёс. Праграма «Прафесіі і лёсы» на Радыё Беларусь. Вітаю, шаноўныя слухачы. Ля мікрафона Арсеній Ермаловіч. 22 студзеня гадавіна беларускай дыпламатыі. За пункт адліку сваіх гісторый беларуская МЗС бярэ публічнае паведамленне ў газеце «Звязда» ад 22 студзеня 1919 года аб пачатку дзейнасці камісарыята па замежных справах Савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Сёння наш госць ветэран дыпламатыі, які працаваў у Пакістане, Літве і Великабрытаніі, экс-старшыня нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО, надзвычайны і паўнамоцны пасол Уладзімір Шчасны. Прафесіі і лёсы на Радыё Беларусь. Как вы пришли в профессию, какая у вас была мотивация поступить именно на дипломатическую службу? Надо сказать, что, наверное, каким-то стимулом для выбора профессии была карта мира, которая висела в моей кровати. И я с детства выбирал страны, которые я должен когда-то посетить. И самое интересное, что мои мечты сбылись. Нельзя сказать, что мое поступление на дипломатическую службу было случайным. Дело в том, что я закончил Институт иностранных языков, теперь лингвистический университет. Я работал за рубежом в Пакистане переводчиком в течение 3 лет. Был преподавателем английского языка в Альма-Матер. После этого поступил на курсы переводчиков ООН в Москве, который закончил и проработал в секретариате ООН в Нью-Йорке, в службе русских переводов. И после этого был принят на службу в Министерство иностранных дел БССР, в котором проработал 30 лет. А в отношении профессии дипломата я считаю, что это как в любом деле. Есть просто сотрудники и есть мастера своего дела. То есть, если говорить о дипломатах, есть сотрудники МИД и есть дипломаты. На мой взгляд, может быть, достаточно субъективные, чтобы стать настоящим дипломатом, им надо родиться. А как бы вы определили основные задачи белорусской дипломатии? Главная цель и задача заключается, во-первых, в содействии защите государственного суверенитета и территориальной целостности республики и защите законных интересов ее граждан. Ну а также равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политическое, экономическое и научное, культурное пространство. При этом основополагающим курсом внешней политики Беларуси является многовекторность. То есть, развивая добрососедские отношения со всеми странами, уделять, конечно, основное внимание сотрудничеству с определенными странами, но на принципах равенства, взаимного уважения и отсутствия диктата с любой стороны. Скажите, вот именно в советское время был МИД СССР, был МИД БССР. В чем заключалась работа именно МИДа БССР? МИД БССР был создан в 1944 году, тогда он назывался Народный комиссариат по иностранным делам. Это когда решался вопрос о создании Организации Объединенных Наций, и идея советского руководства была включить все союзные республики в состав Организации Объединенных Наций. Конечно, это вызвало сопротивление со стороны западных стран. В конце концов, в качестве консенсуса было принято решение о включении в качестве членов в Организацию Объединенных Наций СССР, Украины и Беларуси, как проявление уважения к этим странам, республикам, за участие в разгроме фашизма. И вот тогда, значит, было принято решение создать Народный комиссариат по иностранным делам, который впоследствии был переименован в Министерство иностранных дел Белорусской Советской Социалистической Республики. Это был важный шаг в деле развития дипломатии Республики Беларусь в 20 столетии, потому что Беларусь перестала быть объектом международного права, она стала субъектом международного права. И наша страна приняла активное участие в создании Организации Объединенных Наций, подписала устав этого международного органа и приняла активное участие в ее деятельности. Уже в 1946 году БССР выступил с инициативой принятия резолюции о выдаче и наказании военных преступников и затем продолжила сотрудничество в Организации Объединенных Наций по целому ряду направлений. В частности, было
выдвинуто предложение о активизации деятельности по борьбе с онкологическими заболеваниями. В результате в Беларуси был создан, пожалуй, первый в Советском Союзе онкологический центр. Большое внимание уделялось вопросам разоружения. В 1973 году по инициативе нашей страны была принята резолюция об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и социального прогресса. Впоследствии эта резолюция стала основой для декларации ООН о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового поражения. С тех пор тема разоружения стала одним из главных направлений деятельности нашей делегации. Вопросы во втором комитете ООН обсуждались при участии министра иностранных дел Гуриновича, и этим вопросам уделялось особое внимание. Надо сказать, что, конечно, участие БССР в деятельности Организации Объединенных Наций проходило в тесном сотрудничестве с союзной делегацией. Между тем, наша страна отвечала за целое направление в деятельности этой организации, например, вопросы разоружения, вопросы социальных прав граждан. В 1990 году наша страна выступила с инициативой об участии в ООН в минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта резолюция послужила катализатором для активизации деятельности международного сотрудничества в этом направлении и способствовала получению значительного объема помощи со стороны многих государств мира. Конечно, деятельность Министерства иностранных дел была ограничена в области двусторонних отношений, поэтому после обретения нашей страной реального суверенитета возникла необходимость создания целого аппарата по обеспечению деятельности нашей страны в этом направлении. Вы сейчас говорили про деятельность белорусских дипломатов в ООН. Это, несомненно, основная часть дипломатической работы. А вот что бы вы еще поставили в ряд достижений белорусской дипломатии за этот период? Я считаю, что главным достижением белорусской дипломатии за период после обретения нашей страной реального суверенитета – это то, что Беларусь получила признание как суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную миролюбивую внешнюю политику и является активным участником международных структур, вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. Конечно, для этого пришлось приложить немало усилий, создать абсолютно новые структуры в аппарате Министерства иностранных дел, которые отвечают за двустороннее сотрудничество с разными регионами мира. И, кроме того, создать целую систему наших представительств за рубежом. Если до 1990 года было всего лишь 3 представительства за рубежом, то в настоящее время наша страна представлена в 107 странах, имеет из 174, с которыми установлены дипломатические отношения, созданы 57 посольств, 2 постоянных представительства и 9 генеральных консульств. Для этого нужно было подготовить значительное количество кадров, либо найти их за пределами Беларуси. Но в результате этого Беларусь признана как суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную миролюбивую внешнюю политику, при этом является инициатором и активным членом целого ряда международных структур. В качестве достижений белорусской дипломатии за прошедшие 30 лет можно считать, что за этот достаточно короткий промежуток в нашей истории как нации Беларусь сумела выстроить отношения с внешним миром, не поступившись при этом национальными интересами. В качестве примера можно взять урегулирование наших пограничных вопросов, потому что, в отличие, может быть, от других государств, находящихся на постсоветском пространстве, все вопросы границ были урегулированы путем переговоров, при этом без всякого ущемления наших национальных интересов.
Тяжело вообще уезжать из страны на такой долгий срок, пребывать вдали от родины и вообще привыкать к новому? Дело в том, что когда уезжаешь на работу в другую страну, это не значит, что ты разрываешь всякие связи с родиной. Дело в том, что ты живешь интересами своей страны, ты получаешь постоянную информацию, ты направляешь информацию о стране пребывания в столицу, поэтому не чувствуешь отрыва от своей родины. И единственное, что я хочу сказать, что когда спрашивают, вот вы бывали и работали во многих странах, какая страна вам нравится больше всего? Я всегда отвечаю, что больше всего мне нравится моя страна Беларусь, потому что любить можно только свою родину, а другую страну можно уважать. Поэтому я считаю, что главное черта, которой должен обладать дипломат, это патриотизм. Потому что когда любишь свою страну, значит, ты направляешь все свои усилия на то, чтобы каким-то образом оправдать то доверие, которое тебе оказали, направляя представителям Беларуси в другой стране. А вот, говоря о дипломатах, есть для вас какой-то человек, которого вы могли бы назвать героем, вот именно в плане профессии? Тот, на кого вы ориентировались? Для меня всегда был примером это последний министр иностранных дел БССР Анатолий Емельянович Гуринович, который тоже, в общем, был патриархом дипломатической службы, был министром иностранных дел нашей страны в течение 22 лет. Вот для меня он как раз является примером, скажем, служения своему народу вот в области дипломатии. Профессии и лёсы на Радыё Беларусь. Я, Арсений Ермолович, развітваюся з вами. У гэты час праз тыдзень. Людзі розных прафесій, беларусы і іх жыццёвы шлях. Штотыднёвая праграма «Прафесіі і лёсы» на Радыё Беларусь.